Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Жесткое гадание без купюр любит или использует. Если тема вам интересна, если не боитесь услышать правду, пожалуйста, присоединяйтесь. Посмотрите на мой песочек, загадайте на любимого человека, либо на того, кто вам нравится, симпатичен, интересен. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Мой милый дорогой, назовите его по имени. Любишь ли ты меня или используешь? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что нам расскажет и что нам покажет. Любит или использует? Так, мои милые, сделаю маленький спойлер. Человек любит. Вот, чтобы вы не переживали, человек любит. Но здесь есть определенное условие, либо определенный пунктик. Но, да, есть но. Любит, но. Смотрите, мои дорогие, человек, которого вы загадали, очень сложный. Это человек холодненький. Это человек... Он может быть горячим, страстным, эмоциональным, но по чувствам он всегда холодный. Он словно, вот знаете, как снежная королева его заколдовала. То есть у человека какое-то стеснение к тому, чтобы проявлять свою любовь, чтобы дарить нежность, дарить ласку. Он очень сдержанный. И да, может быть, и хотел бы он полюбить, вернее, как он любит, он хотел бы, может быть, выложиться, хотел бы показать свои чувства, но нет, у него не получается. У этого человека основной показатель его чувств и эмоций – это его уровень заботы о вас, о семье и, я не знаю, подарки, материальная подоплека. То есть у человека, видите, вот такая вот чашка вышла. Чашка – это все-таки про семейность, про то, чтобы дом был полная чаша, и про то, чтобы вот он такой, знаете, он мужик, и он должен выполнять свою мужскую работу. Сопли, уси-пуси, всякие мимимишки – это не про него, не для него. Он этого очень сторонится и стесняется. Вообще, на самом деле, в нем есть романтик, но он настолько глубоко где-то там под сердцем, да, глубоко-глубоко в душе, что ему практически оттуда не выбраться. Человек совершенно не умеет говорить о любви, совершенно не умеет проявлять любовь. То есть у него две стадии, да, либо его жалеют, либо он жалеет. Вот так вот он проявляет любовь. Мои милые, использует ли он вас? Да, тут тоже такой момент есть, он использует. У меня вообще впечатление такое по этому песку, что вы, такая хохотушка, веселушка, вы много говорите, вы такая щебечете, да, как маленькая такая вот яркая, красивая птичка, скрашиваете его жизнь, вы многое можете взять на себя, а он такой, знаете, суровый молчун, который... как и слова из него не вытащишь. Вы, конечно же, устаете от такого его поведения. Либо он вообще молчит, либо он начинает как-то умничать, да, какие-то умные слова, фразы кидать. Восхищайтесь мною, да, какой я умный, что я знаю, что я умею. Знаете, вы от него иногда устаете, от его какой-то напыщенности, от его скованности и от его каких-то рамок. Потому что у него везде как будто бы есть рамки. Он восстанавливает эти рамки, что да, то сюда можно, а дальше уже нельзя. То есть здесь я еще готов с чем-то мириться, терпеть, а более нет, я не принимаю. Я вижу, что человек сам себя недолюбливает за свое такое поведение. Он бы хотел поменяться, он хотел бы многое в своей жизни поменять, но либо какой-то шаблон у него был, какой-то пример, либо какая-то манера воспитания, да, в которой он рос, не позволяет ему переломить ход событий. Может быть, еще он и под такой звездой родился, да, то есть, может быть, он от природы такой молчаливый и сосредоточенный, да. Если бы я гадала на картах Таро, я бы сказала, что это очень похоже на архетип отшельника, то есть человек сам в себе, в своем мире, очень, кстати, восприимчивый, он может быть очень обидчивым, и человек, который на своей волне. Да, он любит свой мир, да, он его ценит, он может быть прекрасным семьянином, но
сам, будучи лишенным возможностью проявлять свою любовь, он не всегда готов принимать ту любовь, которую ему дают. Я скажу вам такую вещь. Человек, конечно же, на вас очень часто обижается. Вы можете с ним спорить и ругаться, и ссориться. Это я вижу. У вас может быть к нему очень много претензий, потому что, ну, вот здесь очень такой вот прям говорящий знак. Смотрите, вы вот такая маленькая красивая птичка. Видите, вот она вы. У вас за спиной такая кирка. Ну, молот, кирка, вот как вам угодно. То есть вы яркая, вы классная, вы живая, и вы очень работящая. То есть не в плане того, что вы там можете всю работу переделать, хотя я не сомневаюсь, что вы на работе, у вас все горит. Я про то говорю, что вы ни от чего никогда не отказываетесь. То есть любую хорошую, плохую новость вы можете принять и приспособить, обработать, да, что-то с ней сделать. А у него вообще тут человек, который, видите, он закрылся в своем мире, да, вот он склонился там и сам свои ножки, грубо говоря, разглядывает, да, что с моими ножками, все ли хорошо у меня там, ручки на месте, там, да, любимая родинка на том же месте, не содралась ли, не потерялась ли. То есть, понимаете, он сосредоточен на себе и на свой внутренний мир. То есть он постоянно смотрит внутрь себя. Опять же таки, смотрим дальше. Он, человек, идет перевернутый. Видите, он вверх ногами висит. То есть человек, который смотрит на мир совершенно под другим углом. Не так, как вы, не так, как вы, он относится к миру, к людям, к социуму. То есть он себя позиционирует, как будто бы он, ну, какой-то, я не знаю, изгой, что ли, да, либо непонятый какой-нибудь там философ, там, Дон Кихот, да. То есть у него какой-то особый взгляд на себя и на свою роль в этом мире. То есть он считает себя каким-то, ну, не знаю, непринятым, непризнанным, и ему от этого больно, он может там пойти, пострадать, помучиться на эту тему. У вас же все по-другому. Вы радуга, вы веселая, вы активная, вы цветочек, понимаете? У вас, смотрите, вот он вверх ногами, да, висит, вот его ножки, вот он висит вверх ногами, а вы стоите крепко на ногах, причем у вас руки вверх, да, вы запускаете, вот я не знаю, там, радугу вы запускаете, фейерверк вы запускаете. Вот в чем разница между вами. Две противоположности. Мужчина вверх ногами, женщина стоит вот четко на ногах на земле, чувствует твердь. Абсолютно два разных человека. Абсолютно. Я не знаю, как вы встретились, как вы сошлись, но я так понимаю, что противоположности, они, во-первых, и притягиваются, да, и вам очень интересно. За вами есть люди, которые вас любят, обожают. За ним есть один лишь человек, которому он дорог, который искренне, по-настоящему его любит и к нему хорошо относится. То есть, понимаете, тут разница на лицо идет. Человек с мечом ходит, видите, вот он меч вышел. То есть он изначально идет на улицу, например, в социум, в паблик, он идет с мечом. Вы же идете в паблик с улыбкой, вы идете туда с открытой душой, потому что у вас нет меча, вы сама идете, вы себя миру показываете. То есть тут просто, я не знаю, катастрофическая разница между вами. Но тем не менее, что касается у нас любви и отношений. Во-первых, ваши отношения непростые. Здесь вас притянули. Здесь, знаете как, здесь идет привязка, может быть, даже по родовым линиям. То есть ваши родовые каналы должны объединиться, вас именно в пару сводят. Эти отношения, они как бы кармические, да, но не в плане того, что вы будете ходить по граблям, да, и каждый раз получать по лбу, а в плане того, что вы должны будете взять эти грабли, да, и расчистить себе жизненный путь. Расчищать вы будете путем преодоления каких-то, может быть, колкостей с его стороны и каких-то розовых фантазий с вашей стороны. Потому что быть на таком абсолютном позитиве, быть такой доброй, открытой, доверчивой, конечно, супер, но для жизни очень непрактично, девочки. Прям готова поклясться, что вас обижали в жизни, причем обижали достаточно жестко. Но вы такая, вы оптимистка, вы не унываете. Хотя вот есть такое ощущение, что вы, ну, не учитесь, да? Либо вы такая всепрощающая, ну вот как-то, да, шишка остается, болит. Как только шишка прошла, все, уже все забыла, всем все простила, опять я с улыбкой иду в мир. Вот он не такой, наоборот, он вот, даже если его и не обидели, а только лишь попытались обидеть, сразу вот этим мечом он отрубает этого человека. Вы должны сойтись, и вы должны друг друга дополнить, да, он должен дополнить вас, а вы, соответственно, дополните его, и тогда будет все прекрасно. Знаете, этот мужчина, он будет беречь эти отношения, и он будет их строить. Смотрите,
Ваше сердце любви, видите, какое оно идет? С его стороны идет плотность и стабильность, а с вашей стороны легкость, и с вашей стороны еще идет выбор. Знаете, девочки, либо у вас был, либо есть, либо будет мужчина, который будет ему конкурентом. То есть вы будете вот рассматривать в один момент сразу двух мужчин. Вот этого, которого загадали, и еще одного. Потому что у вас, видите, как ножка к другому-то тянется, да? То есть не факт, что вы выберете того другого, но то, что будете рассматривать, это точно. Смотрите, может быть даже ситуация, что он был в браке, у него там остались, ну, там дети бывшие, и вы могли тоже быть в браке, у вас тоже есть либо семья, либо ваши бывшие какие-то мужчины вот могут быть. И туда вот у меня одинаково идет картинка. Но что касается у него, то там у него все по деньгам, все как-то по расчету, все как-то вот прям как в аптеке, да. А у вас все вроде как по любви, по доброму сердцу. Вас иногда смущает вот его вот этот холодный расчет, когда он может там все считать, проверять, перепроверять, там сколько нужно там, я не знаю, тетрадок купить ребенку в школу, там своему, например, да, от предыдущего брака, там сколько там денег надо выделить. То есть он такой очень скрупулезный, и вас это в нем очень сильно и смущает, и раздражает, и ну, вы прям ненавидите, когда он такой становится. Кажется, что он такой жадный, кажется, что он такой вообще какой-то себе на уме, что он никого не любит, и в его сердце не пробиться. Да, есть у него такая особенность, но тут скорее бережливость выходит на первый план. Человек тяжело ему достаются деньги, он не желает их тратить и пулять куда зря. Вам не понять, потому что вы, я так понимаю, очень добрая, вы кого любите, вы для этого человека все отдадите. Да, последнее из кошелька достанете, отдадите. А он нет, он не такой. Он любит, и поэтому он людей, например, может там воспитывать, либо проучивать. Он считает, что это гораздо лучшее проявление чувств и любви. Но, кстати, может и вам по деньгам не всегда давать, либо давать как-то прям впритык, да, то есть вы у него просите деньги там на маникюр сходить, там он говорит, сколько стоит, а вы ему типа, ну там 1000, да, и он вам ровно там 1000 отсчитывает, либо там даст там 950 и скажет, ну 50 там свои добавишь. Вас это очень обижает. Вы начинаете думать, блин, а что ты со мной тогда находишься, если ты такой жадный? Кстати, может быть ситуация, что он может проживать на вашей территории, либо вы можете быть более статусная, да, то есть у вас может быть работа покруче, зарплата повыше, а он как бы, ну, как это вот есть слово такое, да, в примах, да, в украинском языке есть слово примы, да, то есть как принятая сторона, вот, и вроде как бы он живет, да, и ни к чему не стремится, его все устраивает, вы там, например, говорите, что нужно расширяться, там, может быть, там, квартирку, домик присмотреть, а он такой, нет, типа, ну, нормально живем, значит, и будем жить. У вас есть вопросы, да, я вижу, что у вас есть вопросы, любит либо использует, это прям острый вопрос у вас стоит. Все потому, что у вас разные менталитеты и разные отношения к жизни и к деньгам. Понимаете, он, да, он сухой насчет денег, жадноватый, но опять же таки, у него жизнь такая была, у него, может быть, родители такие были. То есть он это все впитал. То есть это он не родился таким скрягой. Он это все в себя впитал, жизнь, как говорится, заставила. А что касается вас, ну это вы слишком такая вот, знаете, вы легкая. Вы вот этими деньгами, я не знаю, вы можете сорить направо и налево, а потом увидеть свой пустой кошелек, нисколько не расстроиться, да, и понимать, что, ну, боженька-то не оставит, да, есть много добрых людей, которые могут там мне денежкой помочь. Вот. А он так нет, он так не может, у него нет столько добрых людей, у него нет такой дружелюбности, и никто ему не поможет, понимаете? Вот его заставляет жизнь. Человек вас любит, но решать судьбу с этим человеком будете вы, потому что дорога вашей любви идет от вас. Почему так происходит? Да потому что у вас еще какой-то мужчина появится, который будет вам соблазном. Знаете, может быть, человек, похожий на вас, появится, либо человек, ну, на какого вы... о каком вы мечтали, да, например, то есть чтобы был яркий, чтобы был щедрый, там, я не знаю, молодой, красивый. И вы будете думать и выбирать, менять ли мне яркость жизни на стабильность, да, на какое-то вот постоянство и стабильность. Мои дорогие, что я хочу сказать? Это, конечно, не тема, но с этим человеком вы все-таки в кармических отношениях. Это непростые отношения, даются они не просто ни вам, ни ему. И тем они вам становятся все дороже и дороже. Чем больше вы с ним трудности проживаете, тем более дорогими становятся для вас эти отношения. Подводя итог, любит вас этот человек, не использует, разве что может
вашей энергетикой питаться, потому что ну, вы уж очень яркая, очень вкусная, очень такая, знаете, прям манкая. Мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.